Контрабанда наркотических средств поступает через государственную границу ПСОЛ. Методы маскировки контрабанды становятся все изощреннее. Используются бензобаки и всякого рода тайники в транспортных средствах. Начальник УКОН МВД Республики Абхазия Астамур Пачалия отмечает, что наркотики в основном одни и те же. Основным видом из поступающих наркотиков является метадон, который употребляют 90% наркозависимых граждан Абхазии. Основные виды наркотиков, которые употребляют на территории Республики Абхазия, это синтетические, химические, так называемые. Это метадон, мефедрон. Есть легкие наркотики, которые растут в Абхазии. Это конопля, это мак. В Абхазии с каждым годом увеличивается число потребителей наркотических веществ. Жертвами наркотиков могут стать практически все, но в большей степени это касается молодых людей, а значит будущего страны. Чаще всего подростки употребляют легкие наркотики, такие как каннабис и так далее. Но есть еще психотропные препараты, которые употребляют молодежь, это школьного возраста. К сожалению, которые не менее пагубны, чем тяжелые наркотики. То есть влияет на психику молодых людей, влияет в целом на организм. Но есть психотропные, именно медицинские препараты, которые молодежь употребляет, которые даже в России не запрещены. То есть человек может выехать на территорию Российской Федерации и купить в любой аптеке. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более 10 лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотиков. 95% наркоманов, употребляющих наркотики инъекционным путем, заражены ВИЧ-инфекцией, гепатитом В и С, сифилисом. От этих болезней они часто умирают раньше, чем от самих наркотиков. У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно развивается толерантность к ним. Через некоторое время для достижения прежнего эффекта обычной дозы уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена постоянно увеличивать дозу. Впоследствии не хватает и этого. И тогда происходит переход к более сильному наркотику, избавления от которого почти нет. Это влияет на самый важный орган отрицательно – центральная нервная система, головной мозг. Это разрушает личность. Человек может просто остаться уже навсегда психически больным. Там ты уже прочистишь его организм, купировали абстинентный синдром, что бы ты ни сделал, он просто уже остается навсегда психически больным. И просто психически больной – это одно, а когда психически больной плюс еще зависимый, это крайне сложное сочетание, это очень плохой прогноз, это тяжелое лечение, это, в общем-то, это, можно сказать, пожизненно реабилитационный центр. Это человек, который в открытом обществе может, в таком, скажем, свободном обществе жить ему сложно будет. Это очень губительные наркотики. И причем еще они страшны тем, что зависимость развивается очень быстро, иногда после первой пробы. С января текущего года освидетельствовано 1876 человек на состояние употребления запрещенных веществ. Из них на профилактический учет сроком на 1 год взято 262, на диспансерный учет сроком на 3 года 17 человек. Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов тканей, но особенно центральную и нервную систему. Соли разрушают организм, не только мягкие ткани, но и кости, влияют на общее поведение, нарушается психика, человек начинает себя неадекватно и агрессивно вести, вплоть до того, что кидается на своих родных, может ранить неосознанно людей и себя в том числе. Бывают суицидальные наклонности тоже. В этом случае, если употребляют соли молодые люди. За последние десятилетия произошла, можно сказать, революция в истории запрещенных веществ. Изменились и сами наркотики, и способы их поставки и приобретения. Растет количество наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для их совершения продолжают активно использоваться мессенджеры, интернет-магазины, блоги и форумы. Пресекли ряд наркоканалов, которые действовали на территории Республики Абхазия, которые уже не функционируют так, как руководители, организаторы уже отбывают наказание как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации.
буквально месяца 3 назад мы на территории Российской Федерации привлекли к ответственности одного из таких крупных организаторов, который сегодня уже отбывает наказание. Так что вот так. В целом изменения есть касаемо, если, например, судить по статистике, одновременно вот лет 5 назад, если смотреть, то на территории Республики Абхазия работало больше 10 наркоканалов. Сегодня это 2-3, так, то есть тенденция к уменьшению есть, но это не решает проблему в целом, так как потребитель он остается, потребителя надо лечить, потребителя надо, ему надо помочь избавиться от этой зависимости. Деятельность УКОН МВД Республики Абхазия по противодействию наркопреступности является важным фактором обеспечения безопасности и здоровья населения страны. Управление продолжает наращивать усилия по выявлению, пресечению и раскрытию наркопреступлений, а также по профилактике наркомании среди населения. Кунда Шоу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.